инноваций и традиций. Участвуйте в конкурсе, боритесь за звание самых-самых лучших, и мы точно будем впереди. И десятка – это совсем не то место, да, в которое мы возьмем. Мы будем в лидерах, это точно. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Действительно, российские инновации уникальные, и мы видим, что их, как сказать, источник неисчерпаем. С каждым годом мы видим, что заявок поступает все больше и больше. По крайней мере, количество не снижается. И это такая тоже для нас загадка, потому что 6 лет мы проводим этот конкурс, и 6 лет мы видим крайне интересные, очень такие реактивные проекты, которые быстро реагируют на те изменения, которые происходят. И вы правильно сказали, что действительно цифра сегодня – это такой большой тренд. И мы видим, что очень много проектов, связанных с цифрой, причем цифра тоже трансформируется из года в год, и все новые технологии как бы в себя вбирает, поэтому действительно инновации в образовании – это те, особенно вот эти вот такие низовые инновации, да, которые прорастают, с которыми мы работаем, это такие драйверы потенциальные для модернизации образования. Есть очень такая хорошая цитата, которая мне нравится, что вообще все изменения в образовании начинаются с низовых инноваций, то есть сначала вот эти вот проростки, да, дальше государство их подхватывает, поддерживает, дает им какую-то почву. Но вот мы с вами на таком переднем краю. Спасибо большое. Коллеги, я предлагаю немножечко рассказать информации о том, что вообще за КИВО, что за конкурс. Если можно, включить, пожалуйста, на презентацию. Конкурс инноваций в образовании, КИВО, действительно, мы проводим его уже 6 лет. Это 6-й год реализации проекта. А я тут переключаю, или вы мне? Ага. Можно тогда следующий слайд, где у нас птичка растет. Это наша статистика, то есть с 2014 года мы начали его проведение. За время проведения конкурса, как я уже сказала, мы получили достаточно большое количество заявок. Это около 4000, да, 3749 заявок. Это не только российские инновации, да, это заявки, которые к нам поступают из 20 стран мира. То есть каждый год мы видим иностранных участников. Кто-то из них попадает в финал или в полуфинал проекта. У кого-то из них проекты такие довольно локальные, страновые, а кто-то, собственно, предлагает инициативы, которые легко внедряются, адаптируются, в общем-то, для всех образовательных систем мира. В общей сложности в конкурсе приняло участие за время его проведения более 10 тысяч инноваторов из всех регионов России. И если посмотреть на покрытие, можно следующий слайд включить, то видно, что еще следующий, это наши партнеры, что у нас действительно стран очень много. Вот статистика по городам. Есть, конечно, города, да, лидеры, которые присылают больше всего заявок, но в целом вообще все крупные регионы принимают участие очень активно, готовят разные проекты. Я чуть позже расскажу о наших таких выездных мероприятиях, когда мы посещаем регионы и видим тоже локальные инновации, региональные. Это очень важный момент, очень важный элемент, собственно, вот этой инновационной экосистемы. Если говорить про этот год, то статистика такова. Мы получили 601 заявку из 151 города 15 стран мира. Конечно, большинство городов – это российские города, представители российских регионов. Но вот видите, 15 стран мира. И, конечно, наши страны СНГ, да, активно принимают участие в формировании вот этих пакетов заявок. Но в целом, в общем, есть и совсем, да, не страны-соседи. Тем не менее, очень важно, что эти заявки, эти проекты, это все равно заявки для российского образования, да, потому что подаются они на русском языке. Мы специально, в общем, не внедряем пока историю например, с английским языком, хотя многие нам уже говорят о том, что нужно переходить на такой мировой уровень. Тем не менее, мы считаем, что в этом наша такая особенность, и в целом это не мешает нашим инноваторам, участникам нашего конкурса дальше покорять уже мировой рынок, выходить на мировых известных, да, инвесторов или компаний, или, в общем, вот действительно потребителей, и, собственно, работать, развивать проект дальше.
Если можно, следующий слайд, мы с вами увидим, собственно, статистику по регионам, по странам, да, которые приняли участие в этом году. Как я уже сказала, все российские регионы так или иначе принимают участие в проекте. Разное количество заявок мы получаем, но в целом, в общем, активность довольно высокая. Очень много заявок из стран соседей, но также есть заявки и из таких вот стран не самых к нам близких. Таймлайн конкурса следующий, если можно, следующий слайд. Мы сейчас с вами действительно находимся где-то в середине. 1 апреля мы начали принимать заявки на конкурс. 1,5 месяца всего мы даем на подачу заявок. Заявки подаются в электронном виде, вы все заполняли эту форму. Мы специально делаем срок подачи заявок довольно таким коротким, да, чтобы вот, как сказать, мобилизовать силы, чтобы это не растягивалось очень надолго. Хотя я думаю, что большинство инноваторов все равно подают заявку в последний день, и мы видим всегда статистику, да, что в последние дни у нас просто система трещит по швам, когда эти заявки сыпятся. Здесь у нас нет новаций. Да, здесь это, в общем, стабильно, действительно. В поддержку самого конкурса мы проводим очные мероприятия. Традиционно в Москве у нас проходит такой формат «Ясли Киево», когда мы собираемся на какой-то открытой площадке. Это однодневный акселератор инноваций, когда можно прийти и показать свой проект предварительно, да, то есть еще не подав его на конкурс, показать его экспертам, показать его другим инноваторам, узнать их мнение о том, что они думают, какие-то получить советы. Это очень интересное мероприятие по своей динамике, по атмосфере. Мы всегда поддерживаем такой, знаете, нетворкинг, то есть вот это взаимодействие между самими участниками, и порой случаются очень такие интересные кооперации между проектами, и, например, встретившись на яслях, на Ясли Киево, они подают объединенный совместный проект на сам конкурс. Кроме московских мероприятий, мы еще выезжаем в регионы. У нас был опыт, когда мы посещали Красноярск, Санкт-Петербург, Екатеринбург. В этом году мы выехали во Владивосток. Это была самая для нас такая крайняя точка. Надо сказать, что Владивосток нас встретил очень тепло. Мы провели там не только вот это вот выездное мероприятие, но и исследование, посвященное экосистеме, вот этой образовательной, инновационной экосистеме в регионе. То есть мы попытались выяснить, что отличает Владивосток от других регионов, какая в нем есть специфика, особенность, вот это вот экосистемная, инфраструктурная, насколько эффективно и плотно взаимодействуют разные уровни системы образования, насколько, значит, эффективна коммуникация инноваторов внутри региона. И мы получили очень интересные данные, которые мы представили в рамках открытого тоже семинара во Владивостоке. И, собственно, там прошло наше вот это вот выездное мероприятие уже «Ясли Киево», Владивосток. Если можно, следующий слайд, там несколько таких как бы живых картинок, с участием довольно большого числа инноваторов, то есть 85 инноваторов региональных посетило это мероприятие, 15 проектов очень разных было представлено, 9 экспертов с нами работали. Тоже надо сказать, что эксперты, которых мы привлекаем на конкурс, это специалисты очень разных организаций, то есть это не только специалисты в области образования, но и, например, вот нашим спикером был создатель компании DNS, да, компания цифровая, которая занимается, собственно, продажей цифровой техники. То есть мы стараемся привлекать разных специалистов, чтобы они могли и оценить проекты, и поддержать их, может быть, дать им какую-то, собственно, уже спонсорскую помощь, спонсорскую поддержку, или, что самое важное, такую менторскую поддержку и сопровождение, да, потому что то, что мы видим по результатам конкурса, участники спрашивают, просят о именно такой вот экспертизе и менторской поддержке, потому что развивать проект самостоятельно, небольшой командой всегда очень сложно, и не хватает такого ментора, наставника, часто даже, может быть, не система действительно образования, а скорее
из бизнеса, кто может помочь этот проект развить. Причем, когда я говорю бизнес, я не имею в виду, что все проекты, которым вот нужна такая экспертиза или поддержка, это проекты, направленные на, ну, например, зарабатывание денег, да, или какую-то монетизацию. Очень важно, когда готовится проект, прорабатывать его бизнес-план, даже если вы его планируете предложить, например, департаменту образования, министерству образования или какой-то другой организации, потому что важно понимать, какие нужны этапы проекта, да, какое нужно финансирование на его реализацию, какая команда существует у этого проекта, как ее нужно поддерживать. И это, конечно, тоже особенность конкурса инноваций, что мы собираем и докручиваем, скажем так, да, помогаем проектам разработать не только саму педагогическую, да, образовательную идею, но и вот эту составляющую с таким вот пошаговым планом, с дорожной картой его непосредственной реализации. Если можно, следующий слайд. Собственно, это наши тоже владивостокские такие заметки, картинки, разные проекты, вот в таком виде они проходят свою презентацию. Это тоже, кстати, очень важный момент, то, как проекты себя презентуют. Мы это видим очень хорошо вот на этих очных мероприятиях и на летней школе, что нужно очень грамотно уметь рассказать о своем проекте за очень короткое время, как правило, да, и это то же самое, что вы описываете в заявке. То есть заявки, когда читают эксперты, они должны быть очень емкими, очень четкими и понятными. Какова идея проекта, что вы хотите сделать. Очень важный вопрос, который мы задаем инноваторам: какой импакт от того, что вы эту идею реализуете. То есть как вы поможете системе образования, может быть, какому-то окружению, родителям, детям. То есть какой вклад вы внесете благодаря реализации этого проекта. И довольно часто инноваторы не осознают всех тех возможностей, которые проект дает. И это удивительная вещь, да, потому что мы сильно замыкаемся только на образовании, не думая, что, внедряя что-то в образование, мы меняем очень сильно все, что вокруг образования находится. И импакт от проекта может быть гораздо-гораздо сильнее, чем то, что описано, например, в самой заявке. Ну что ж, я хочу еще следующий слайд попросить и рассказать немного о итогах наших прошлых конкурсов. Да, здесь вы видите нашего победителя конкурса 2018-го, Данила Медведев, с проектом NanoLab. И, как вы знаете, главный приз конкурса – это travel грант в любую точку земного шара. И сегодня мы будем очень рады с Рыбаков фондом, собственно, вручить этот приз, Данила, вам, и узнать все-таки, куда же вы его собираетесь, как вы собираетесь этот travel грант использовать, куда вы собираетесь поехать и что собираетесь с ним делать. Поэтому я приглашаю на такую нашу импровизированную сцену представителя Рыбаков фонда Морозову Елену Юрьевну, директора по коммуникациям Рыбаков фонд, и победителя Киева, собственно, 2018, Медведев Данила Андреевич, проект NanoLab. Я прежде всего хочу поприветствовать полуфиналистов, пожелать удачи, ярких открытий на летней школе и, конечно же, победы. Рыбаков фонд, как уже говорили, 4-й год поддерживает конкурс КИВО. Для нас это уже стало доброй традицией, и для меня сегодня большая честь вручить эту статуэтку, наконец-то, Спасибо. Победителю. Данила, держи. Спасибо большое. С открытых инноваций ждал, наконец, награды нашла. Поделись планом, пожалуйста, как ты планируешь? Планы простые. Маршрут. Нам, собственно, нужно не столько инвесторы или что еще, нам нужны исследовательские партнеры, поэтому мы, скорее всего, поедем в сторону Швейцарии, заедем в Финляндию. Там есть уже университеты, с которыми мы хотим общаться, то есть для того, чтобы тот конструктор, который мы сделали, он был не только школьным проектом, но он был бы уже и для студентов, и для инженеров. Вот. И, в принципе, понятно, что мы хотим сделать, вот. И, в принципе, все нормально у нас получается. Здорово. Ну, делитесь результатами. Хорошо, тогда. спасибо. Удачи. Большое спасибо, коллеги. Ну что, мы продолжаем рассказ о конкурсе.
Я хочу перейти немножечко к такой, точнее, начать статистику этого конкурса с такой небольшой теории. Если можно, следующий слайд. Мы много очень говорим с вами слово «инновация», да, и действительно часто и участники, и эксперты, и, в общем, сочувствующие задают вопрос о том, что вообще вы ждете на конкурс, что такое инновация. И, а мой проект – это инновация или это не инновация? Хочу сказать, что мы определяем инновацию довольно широко. Есть такое определение OECD, это инновация – это внедрение нового или значительно улучшенного продукта, товара или услуга, или процесса, нового маркетингового инструмента или нового организационного метода. Это определение используется в измерении степени инновационности различных образовательных экосистем. И я хочу сказать, что фактически речь идет и о чем-то совершенно новом, каком-то ноу-хау, которое, да, вот вы изобрели, придумали, и об адаптации традиций, да, каких-то уже существующих в образовании технологий на новый лад, скажем так. И OECD тоже формулирует очень четко 4 основные задачи, на решение которых направлены инновации в образовании. Но если вот их так вот очень коротко сказать, да, это улучшение результатов обучения и качества предоставляемых услуг, это выравнивание доступа, и это очень важно, в этом году у нас была специальная номинация с этим связанная, да, это повышение эффективности предоставления образовательных услуг и управления системой в целом, и соответствие потребностям быстро меняющегося общества. Вот я уже тоже с этого начинала, что действительно сегодня просто моментально меняются те задачи, те потребности, которые есть у современных детей, родителей и учителей, да, специалистов в области образования. И вот низовые инновации очень оперативно на эти потребности реагируют. Это очень важный момент. Давайте перейдем к категориям проектов. Это вопрос был связан у нас в этом году с теми номинациями, которые выбирали участники. Если можно, следующий слайд нам включить. В этом году мы впервые ввели 12 номинаций, да, то есть я хочу сказать, что мы до этого специально принимали заявки абсолютно открыто, без каких-то треков и направлений, потому что нам было важно сам этот рынок посмотреть и пощупать. В этом году мы попробовали ввести в таком пилотном режиме вот эти вот 12 номинаций. Мы попробовали их сформулировать с экспертами именно в формате таких больших вызовов. То есть то, что сегодня действительно обсуждается в научной литературе, собственно, в системе образования, чтобы посмотреть вообще наполненность вот этих вот направлений развития, если хотите. Диана Олеговна, вот если можно, давайте. Мне кажется, что сейчас вот в этом месте нужно сделать акцент, потому что конкурсов немало у нас в области образования, но я хотела бы выделить именно особенности этого конкурса, анализируя направления, которые предлагаются. Обратите внимание, вот очень гармонично определены направления, они касаются не, собственно, только образовательного процесса в таком прямом понимании слова, да, передачи или формирования компетенций и так далее, но они направлены на решение целого ряда социальных проблем, которые на сегодняшний день в системе образования требуют незамедлительного решения. Опять же, вот вчера на итоговой коллекции Министерства просвещения президент Российской академии образования много говорил о том, что на сегодняшний день нам необходимо усилить внимание именно к социальным процессам, которые сегодня фиксируются в образовании, порой они становятся весьма и весьма активны. Еще один момент тоже важный именно для этого конкурса, что в конкурсе принимать могут участие представители, которые заинтересованы, будем говорить, в инновациях на разных уровнях образования, от дошкольного до системы высшего образования. И особенно активно я бы предлагала, сказать, продвигать инновации, то, что сейчас для нас тоже очень важно. Это система среднего профессионального образования. Здесь эти направления есть. Ну и приятно отметить, что этот конкурс обращает большое внимание на образование как
культурную составляющую. Поэтому образование как неотъемлемая часть культуры и организация вокруг образовательных организаций или вместе с образовательными организациями определенного культурного пространства – это тоже направление, которое предполагает этот конкурс. Поэтому вот у каждого конкурса есть свое лицо, но вот здесь этот конкурс интересен тем, что образование рассматривается весьма широко, захватывая большое пространство. Собственно говоря, показывая, что образование действительно является основой организации всего общества, потому что сейчас мы уже с 2 месяцев ребят опять принимаем в ясли. Кстати, к переходу вот тоже я хотела прокомментировать, когда говорили о яслях, да, насколько уникальный, замечательный русский язык, и я думаю, что при переводе на другие языки нужно, так сказать, давать пояснение, потому что слово «ясли» в русском языке многозначно, но вот «ясли киво» – это новое совершенно образование, такой неологизм, говорящий о том, что мы пытаемся включить в образование не только молодых инноваторов, да, но этими молодыми могут даже быть посетители яслей. Мы можем дойти до этого, потому что индекс креативности у молодежи у нас потрясающий, в довольно раннем возрасте. Спасибо. Спасибо большое, Людмила Васильевна. Действительно, мы пытались, как я уже сказала, эти номинации, да, эти направления сделать как такие вызовы ответы на большие вызовы, которые сегодня существуют для системы образования. И давайте посмотрим их наполняемость. Если можно, следующий слайд. Потому что мы тоже хотели вот протестировать, да, и посмотреть, собственно, где у нас действительно проектов много. Но вот вы видите, что у нас довольно много проектов, связанных с преодолением неравенства, да, упрощение жизни преподавателей, тоже проекты активно развивающиеся, цифровые технологии, естественно, на передовом крае, soft skills и компетенции. Это проекты, где тоже очень много, в смысле, это номинации, в которых очень много проектов. Культ, просвет, досуг, образовательный туризм. То есть вот в среднем наполняемость тех направлений, которые у нас в этом году на конкурсе присутствовали. Я думаю, что мы их обязательно обсудим с экспертным наблюдательным советом. Может быть, добавим что-то новое в следующем году или какие-то номинации сольем, но в целом, мне кажется, этот эксперимент можно считать удачным, потому что, в принципе, наполняемость у них практически у всех довольно высокая. И тоже надо отметить, что несмотря на то, что у нас, там, например, в финал довольно часто попадают проекты, связанные с корпоративным обучением, да, то есть мы пытаемся все-таки действительно образование рассматривать не только даже как формальное, да, образование, формальные системы, но и вот что-то за рамки выходящее. Все равно по номинациям мы видим с вами, что проекты предлагаются скорее для разных ступеней формального образования, да, в том числе дополнительное образование, но вот не так, как много таких вот уж чисто коммерческих проектов. Я бы хотела следующий показать слайд и проговорить про вот как раз-таки, да, уровни и сферы образования. В этом году у нас всегда высокий процент проектов попадает в дополнительное образование. Вы сейчас видите, что их в этом году немало, но в этом году средняя школа и старшая школа – это те направления, да, те уровни, в которых проектов было больше всего. И я бы хотела попросить прокомментировать эту ситуацию Копылову Викторию Викторовну, вице-президента по издательской деятельности управляющей компании «Просвещение». Виктория Викторовна, тоже не первый год вы поддерживаете наш конкурс. И я бы хотела вам задать вопрос, собственно, о том, что для просвещения, инноваций, да, и те проекты, с которыми мы работаем, и вот это вот такой интерес активный инноваторов к средней и старшей школе, как вы думаете, чем он вызван? И что, в общем, вот какие инновации там, как вы думаете, сейчас требуются? Спасибо большое за вопрос. Ну, сначала первая часть вопроса. Все-таки, несмотря на то, что большая часть людей, которые находятся в этом зале, хоть один учебник, но издательство «Просвещение» имели в своем школьном портфеле, мы достаточно давно, уже больше 5 лет, являемся группой компаний, которые развиваются на рынке не только в области бумажной литературы. У нас есть и такое понятие, как услуги, и как раз работа с дошкольниками, и оборудование. И для нас участие в КИВО – это большой, ко всему прочему, интерес, потому что мы прекрасно понимаем, что именно молодые могут принести нам те интересные идеи
и те интересные решения, которые требуются сейчас. Хотя вы мне можете сказать, Виктория Викторовна, вспомните прошлогодних финалистов. У нас там были не только по возрасту, не только молодежь, но и люди так достаточно, за 40, но тем не менее это люди молодые по духу. Чем объясняется средняя и старшая школа? На самом деле, мне всегда казалось, что для дошколки, для началки действительно делать это несколько комфортнее. Но судя по предыдущему слайду, когда мы видим, что основная масса – это IT и компетенции в цифровом мире, то я понимаю прекрасно, почему 5-9 класс. Потому что с 5 класса начинаются первые пробы ребенка. Куда пойти? Как себя найти в этом мире? Мы так и назвали для себя. Это именно этап 5-6 класс первых проб. И поэтому, если большая часть пошло в цифровизацию, пошло в компетенции, то, конечно, этот этап действительно интересен. Потому что начальная школа – это еще не все разрешено с точки зрения санпинов, не все понятно, не все разрешено с точки зрения развития детской психологии, а старшая школа тем более интересна. Меня порадовало, когда я увидела категории, которые у вас есть, то, что действительно есть те, кто занимается корпоративным обучением. Я должна сказать, что это тема, которую те, кто нас смотрит, решит себя, не попадет сегодня, но решит себя попробовать еще. Вопрос корпоративного обучения – это тоже сегодня немаловажный вопрос, так же, как и цифровизация и компетентностные навыки, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что образование, которое мы получаем в школе, раньше говорили, человек будет менять 5 раз в жизни, теперь я вижу, что мы будем свое образование, и образование через всю жизнь, и зачастую оно будет кардинально меняться по сравнению с тем, что получает ребенок на этапе на этапе вузовском, уже, вернее, молодой человек. Поэтому корпоративное обучение – это тот вопрос, который будет развиваться и развиваться. Потому что даже мы, казалось бы, у нас специалисты сфер, всех, которые мы используем, в первую очередь, это, конечно, выпускники педагогических университетов, но мы прекрасно понимаем, что когда они к нам приходят, их тоже надо учить, доучивать, развивать. И работа с теми же самыми госкорпорациями показывает, что в тех госкорпорациях, которые хорошо с физикой и математикой, нас, например, просят, а не могли бы вы разработать для нас курсы для гуманитариев, потому что слишком много физики и математики. И уходит крен как раз на этапе старшей школы, уходит крен как раз в другое. А это уже область корпоративных университетов. Я попробую тоже объяснить вот это количество, помимо осознанного отношения к проектной деятельности, которое уже в средней школе сформированным должно быть совершенно однозначно, это требование федерального государственного образовательного стандарта, а начиная с основной школы, то есть с 5 класса, это уже не просто, так сказать, владение компьютером, а это уже осознанная, постоянно формируемая компетенция проектной исследовательской деятельности. Поэтому именно вот этим можно объяснить. Но я бы обратила внимание еще, вы знаете, и меня это очень радует, на хорошие показатели в области дополнительного образования. Я думаю, что это связано и с такими чисто политическими шагами последних лет, когда дополнительное образование у нас, слава богу, стало возвращаться и завоевывать свое место. И вот то, что у нас довольно большое количество проектов, связанных с дополнительным образованием, которые некоторые очень такие авторитетные специалисты в области образования считают вообще-то основным, потому что оно как бы определяет. Это тоже хорошо, И я думаю, что примерно такие тенденции будут сохраняться, потому что если в основной школе общая ступень и средняя, это в какой-то степени необходимость учебного процесса, это требование просто. Дети на выпуске, а у нас еще по новому стандарту не было ни одного выпуска, а по новому стандарту итоговая аттестация – это именно проект. Поэтому я думаю, что здесь даже будет рост вот этого желтого столбика. Вот. Но то, что параллельно с этим, в связи с последними буквально распоряжениями Министерства тогда образования и науки, сейчас и Министерства просвещения, уделено внимание на дополнительное образование, обязательное в рамках школьной, да, там 2 обязательных дополнительных курса должно быть представлено, даст нам и рост вот по этому дополнительному образованию. Поэтому все вполне объективно. Спасибо большое. Если можно, следующий слайд. Он тоже очень интересный, он связан с тем, что инноваторы вообще
хотят, чего им нужно, да, это был вопрос в вашей анкете, что вы хотите получить от конкурса. И традиционно у нас на первом месте экспертиза проекта и консультация, то есть люди хотят показать кому-то свою идею, да, получить по поводу нее какое-то экспертное мнение, какое-то экспертное заключение. На следующем месте интересно это инвестиции коммерческие, да, то есть инноваторы ищут возможности, собственно, привлечения средств в свой проект. Это пиар и помощь в продвижении, это поддержка государственных органов. И меня на самом деле радует, что у нас поддержка государственных органов не в первой тройке. Почему? Потому что мы очень много говорим о том, что очень многие проекты, они самодостаточные, они могут реализовываться самостоятельно. И не нужно ждать, что придет государство и даст вам денег или даст каких-то ресурсов, и все, в общем, за вас делает. И на самом деле у нас этот пункт обычно, да, вот предыдущие годы был где-то в топ-тройке, и мне радостно, что сегодня он не на первом, да, месте, не в первой тройке, потому что инноваторы, стартаперы понимают сегодня, и мы про это очень много говорим, что, собственно, проекты можно реализовывать не только за счет государства. Они могут быть действительно и коммерчески успешными, и если это социальные проекты, социально успешными, но без вот какой-то такой вот очень большой помощи сверху. И я хочу предоставить слово еще одному нашему эксперту, Баранников Кирилл Анатольевич, руководитель управления стратегического развития Московского городского университета. Это тоже наш партнер, собственно, уже, я даже боюсь говорить, по-моему, с самого начала конкурса, да, уже все 6 лет. И в МГПУ большое направление связано со стартапами, не только с образовательными стартапами, да, ну, собственно, вообще вот с этой такой стартап-культурой, со стартап-движением. Кирилл Анатольевич, как вот вы считаете, действительно, какая помощь сегодня нужна стартапам? Давайте говорить все-таки про образование, раз у нас о нем речь. И какие запросы вы видите, и как можете вот эти прокомментировать запросы? Диана Андреевна, спасибо большое. Во-первых, мне хочется отметить, что мы, правда, очень давно следим за тем, как его растет, и очень приятно видеть, что конкурс, правда, не застывшая какая-то данность, а очень такая динамическая история. И мне кажется, очень важна фиксация. Вот перед тем, как я попробую дать какой-то взгляд, почему вот именно такой набор запросов от команд, мне кажется, очень важно зафиксировать, что конкурс сейчас занял такую очень интересную позицию. Это конкурс такой маркер. Что это значит? Что он, по сути, отражает вот многие тренды, которые сейчас происходят и в мире, и в стране. И из таких ярких трендов вы показывали слайд буквально несколько минут назад по поводу тематик. На самом деле можно же понимать эти тематики как некоторый слепок того, что инноваторы делают сейчас в стране. И это очень важный сюжет. Людмила Васильевна тоже вот упоминала нацпроекты, и мне кажется, это тоже такой очень важный маркер, потому что многие тематики, которые указаны здесь, они очень хорошо пересекаются с тематикой нацпроектов. И вот это, мне кажется, очень важный момент, который объясняет в том числе и то, что показывается здесь. Есть такое распространенное мнение, что самое главное, что хотят команды, когда приходят в акселераторы и на конкурс, это деньги. Это самая главная мотивация, она здесь есть на втором месте, но на самом деле это заблуждение, потому что вот и по нашему опыту, и по тем слайдам, что вы показываете, самое главное, зачем приходит команда, это две вещи. Первое – это за субъектностью, то есть за возможностью простроить свой маршрут и дальше развиваться. А второе – это за смыслами. За экспертизой проектов, вот у вас это на первом месте, дальше помощь в продвижении. И вот эта история про смысловую поддержку, мне кажется, это очень важная сдвижка в развитии конкурса. Мы тогда вот на предварительных обсуждениях это фиксировали. И сейчас, мне кажется, важно зафиксировать, что КИВО все больше и больше это не просто история про то, как собрать проекты и их наградить, а это история про столкновение смыслов. Смыслов со стороны инноваторов, с одной стороны, а с другой стороны, со стороны экспертного сообщества. И вот, мне кажется, на это такое соприкосновение, и вот возникает такой свет, такая как бы искра, который позволяет, правда, по-настоящему делать реальные инновации. Спасибо большое, Кирилл Анатольевич. На самом деле, действительно, КИВО для нас – это исследовательский инструмент, и мы ежегодно проводим опросы среди участников конкурса и какие-то срезы вот по тем действительно
типам проектов, которые мы получаем, по тем сферам образования, в которые они попадают. И мы считаем, что это действительно такой показатель, такая лакмусовая бумажка, если хотите, да, тех трендов, которые сегодня в образовании существуют. В этом году мы проводим опрос, связанный с такой образовательной экосистемой вообще в стране и в регионах. Спасибо большое тем инноваторам, которые на опрос ответили. Если вы еще этого не сделали, я вас призываю, прошу принять участие, потому что мы хотим построить инструмент наподобие, знаете, измерения предпринимательского такого климата, да, который повторяется там через какие-то промежутки времени, 3-5 лет, и фиксирует те изменения, которые происходят. Вот в этом году у нас такой первый год, когда мы запустили этот мониторинг, и хотим его, в общем, продолжать. Поэтому ответ каждого из вас, каждого представителя регионов для нас очень важен, чтобы понять, что происходит и в регионах, и на страновом уровне. Я в конце презентации дам еще раз ссылку на этот опрос, поэтому будем очень признательны, если вы в нем примете участие. Ну что, можно следующий слайд? Собственно, это вот была общая информация о самом конкурсе. Я в 2 словах расскажу о том, что за люди к нам приходят, потому что действительно Виктория Викторовна отметила, у нас это не только молодые, да, инноваторы, да, хотя вообще... Ну вот мы там увидим с вами на следующем слайде, это и школьники, и студенты, и представители системы образования, и, собственно, люди пенсионного возраста. То есть, на самом деле, участники очень-очень разные, да, и стартаперы, и предприниматели, поэтому вот пул участников очень широкий. Хочу остановиться на таком определении инноватора образования. Мы в свое время, опять-таки, проводя исследования, взяли сначала за основу определение Роджерса, это такой известный социолог, который такое немножечко романтическое определение инноватора создал, да, люди, готовые, значит, менять мир, быть первыми в пробе чего-то нового, азартные, рискованные, готовы к победе, но не боятся поражения. И мы вот с такой, знаете, вот такой романтической картиной вошли в это исследование. Мы проводили опрос ценностей, и вот мы сегодня говорили про традиции, мы пытались как бы понять, какой ценностный портрет инноватора в образовании. У нас есть опубликованная по этому поводу работа, и мы много исследования вот такое вот определение сформулировали того, кто эти люди, кто инноваторы именно в системе образования. И, в принципе, на самом деле, вот эта вот такая романтическая история, она действительно находит отклик в действительном настоящем портрете инноватора в образовании. То есть это люди, которые очень креативны, они открыты новому опыту, они инициативны, обладают воображением, они действительно не боятся таких вот проб, поражений и ошибок. Ну, в общем, вот если не буду зачитывать, в общем, здесь это определение у нас зафиксировано. И давайте довольно быстро пойдем по следующим слайдам. Это, собственно, картинка вот того портрета, который у нас в этом году получился, да, про максимальный уровень образования. У нас традиционно инноваторы – это люди с высшим образованием, да, или даже с ученой степенью, с магистратурой, то есть это специалисты, которые из системы образования или работают с системой образования, в общем, с хорошим уровнем. Можно следующий слайд. Основная сфера деятельности участников. Ну вот обратите внимание, есть и учащиеся школы или вузов, да, 10%, есть школьные учителя или управленцы школьные, есть педагоги или администраторы дополнительного образования, преподаватели или научные сотрудники вузов. У нас довольно мало участников всегда из СПО, вот то, о чем мы сегодня говорили. При этом проектов для СПО много. То есть это вот такая, ну не то что загадка, но вот такой интересный вопрос, да, то есть вот эти проекты предлагаются, то есть, как сказать, проблема СПО, да, и модернизации этого уровня образования, она настолько актуальна, что эти проекты предлагают не люди, работающие внутри этой системы, да, а наоборот, там, например, специалисты школьного образования предлагают что-то для СПО, или какие-то вот предприниматели, опять-таки, стартаперы, видя вот эту вот нишу, не заполненную пока, предлагают свои проекты. Это вот такая вот интересная у нас всегда статистика, каждый год она повторяется, в этом году мы видим ее тоже.
мы видим, что есть и предприниматели, да, люди с собственным бизнесом, порядка 10%. Есть люди, вообще не связанные с системой образования, то есть сотрудники других организаций, 8,6%. Есть настоящие стартаперы, да, 9,6%, то есть люди, которые задействованы только в настоящем проекте. Поэтому портрет инноватора, вот он такой вот сложный. И представляете, как нам сложно на летней школе или в финале, когда приезжают участники вот с таким вот разным бэкграундом, да, и когда мы пытаемся какую-то создать программу, действительно, как сказал Кирилл Анатольевич, мы же не просто награждаем, мы действительно погружаем вот в эту вот такую акселерацию и пытаемся рассказать и о каких-то вот таких бизнес-подходах, да, о технологиях пиара, продвижения проектов, и о таких настоящих педагогических технологиях, о работе с федеральными стандартами, о внедрении, в смысле вот какого-то соответствия тем процессам в системе образования, которые происходят. Навсегда как-то боязно, особенно вот я помню первый год, когда мы проводили конкурсы, когда приехали две такие очень разные группы, я думала, что же сейчас будет между ними, что случится, но на самом деле, как показывает практика, вот именно этот симбиоз такого вот бизнес-мышления и вот этого очень такого педагогического, академического, да, типа мышления, когда они встречаются, получаются на самом деле очень такие взрывные в хорошем смысле слова проекты. То есть участники помогают друг другу, одни докручивают, собственно, бизнес-план, другие говорят: ребята, ну когда вы приходите в школу, надо начинать разговор с директором там, вот с этого, например, да, и они, в общем, очень хорошо друг другу поддерживают, помогают, поэтому это вот такая интересная тоже часть Киева про вот этих разных людей. Можно следующий слайд? Диана Олеговна, вот давайте мы вернемся. А я хочу обратиться и к тем, кто смотрит нашу пресс-конференцию. Если есть вопросы, вы можете писать. Я все-таки хотела бы вернуться к проблеме среднего профессионального образования. И не думали ли вы о том, чтобы для специалистов именно в этой области среднее профессиональное образование, организовать специальную школу? Дело в том, что при длительном периоде реформирования нашей системы образования самая пострадавшая ступень образования – это среднее профессиональное образование. Я уже не говорю о том, что они количественно уменьшились, они просто вымыты вообще, и они очень нуждаются. Это не пассивность. Просто, я думаю, они так много сил потратили на выживание, что у них есть вопрос. Тогда получается, что вот на этих конкурсах по WorldSkills и то, что сейчас мы говорим о повышенном внимании именно к этому уровню образования, вчера тоже на коллегии об этом говорили, вот мне кажется, что давайте подумаем, как с ними поработать, потому что это очень важно. И я бы еще обратила внимание на один момент, который отражен в вашей диаграмме. Это, обратите внимание, малое количество участников из системы управления образованием. А мы с вами знаем, что именно к системе управления образованием на сегодняшний день больше всего вопросов. И, казалось бы, люди, которые задействованы сами в этом процессе, то ли их устраивает эта бюрократизация, которая тормозит вообще проведение инновационного процесса, то ли они не способны, собственно говоря, к этим инновациям. Вот здесь, мне кажется, есть поле для размышлений, и мне думается, что это как раз сегодня самое слабое звенье. Вот как точно показывает конкурс все. То есть это отдельное даже, спасибо организаторам такого социологического исследования, потому что это еще одно подтверждение наших таких болевых точек в образовании. Людей надо учить, их как-то надо привлекать, потому что, кто же лучше может модернизировать систему управления образованием, чем те, которые находятся в этом процессе. А среднепрофессионально там очень хороший народ работает, но просто я думаю, что у них силенки ушли на выживание, и им надо просто помочь. Спасибо большое. Я думаю, что да, действительно для нас это такой вопрос для размышления и возможность какого-то, опять-таки, роста, потому что действительно вокруг Киева есть еще такие дополнительные активности, когда мы работаем или с регионами, или, может быть, действительно с каким-то определенным уровнем образования. Мы подумаем. Спасибо большое. Ну что, мы переходим, собственно, уже к оценке проектов и продолжаем наш таймлайн. Тоже в 2 словах скажу о том, как это происходило. 601 проект мы получили в этом году. Традиционно у нас проходит сначала двойная бальная оценка по критериям.
Мы собираем очень большой пул экспертов. Вот в этом году было 116 человек. Почему это происходит? Представьте, каждую заявку смотрит 2 эксперта, независимо. Заявки очень разные. Ну, давайте представим себе мобильное приложение для обучения дошкольников, ну, не знаю, письму, например, да, или какое-то, например, управленческое решение для вуза. Очень сложно их положить на одну какую-то линеечку, да, и вот, собственно, взвесить и сказать, кто же все-таки из них лучше. Поэтому в заявке есть вопрос, какому эксперту ваша заявка должна попасть на экспертизу, где вы выбираете, ставите галочку, ну вот направление работы эксперта. Например, для мобильного приложения можно выбрать специалист в сфере IT и специалист дошкольного образования. Да? Если это управленческое решение для вуза, то это, например, какой-то экономика образованием и высшее образование. Вот таким вот образом распределяются заявки. Каждый эксперт оценивает заявку в электронной системе, выставляет двойную бальную оценку. У нас есть определенная там система взвешивания этих оценок, и там мы отдельно отсматриваем оценки, например, с очень высокими, с очень низкими баллами, чтобы вот такие вот выбросы, да, скорректировать. И дальше мы выбираем, мы условно это называем золотой сотней, да, потому что мы выбираем, ну, условно топ вот этих вот проектов, их там бывает иногда 120, иногда 80, то есть вот вокруг сотни это все крутится. В этом году, по-моему, было вот примерно ровно 100, вокруг именно сотни. И мы с экспертами уже очно собираемся, заказываем пиццу, значит, садимся часов на 5-6 и рассматриваем каждую заявку, читаем ее, передаем ее друг другу, голосуем. То есть это такой процесс очень долгий, по итогам которого мы формируем тоже условно 30 проектов полуфиналистов. В этом году нам удалось выбрать 28 проектов, которые вышли в полуфинал. Они очень разные. Еще буквально через 2 слайда я вам их представлю. Но это вот что касается самой экспертизы. Кирилл Анатольевич, вы принимали участие у нас в экспертизе, тоже уже не первый год, и были и на очной, и на заочной частях как бы этого процесса. Можете прокомментировать, вот вы как эксперт, во-первых, получая такие заявки, ну вот насколько как бы это легко, вот это вот сравнение провести, какие, может быть, есть ключевые особенности, описание, может быть, проблемы, какие-то ошибки, чтобы вот участники на следующий год, например, их не повторяли. И наоборот, да, вот как-то какой-то тренд, который удается ли видеть из этих заявок или нет на этапе экспертизы. Ну, вы знаете, мне кажется, что вообще история про отбор проектов – это один из самых сложных этапов. Мы-то сами по себе, мы тоже проводим похожую процедуру, и мы очень долго мучились над тем, как это делать. Поэтому та модель, которая устроена у вас в слайде не представлены все те тонкости, интересные находки, которые есть. Вот, она, конечно, очень любопытная. Мне кажется, что и в прошлый раз, в этот раз было очень комфортно это делать. То есть та система опросов, критериев, которые есть, она довольно удобна. Я, к сожалению, не смог присутствовать в научной части, но наслаждался 5 часами работы и пиццы в прошлый раз. И вы знаете, мне кажется, что есть некоторые такие типичные ошибки, которые стартаперы совершают. Я вот просто некоторые там точно назвал, может быть, они кому-то были полезны. Первая, мне кажется, такая самая распространенная ошибка – это история про то, что люди решения придумывают раньше, чем понимают, зачем им нужно, какую проблему решают. Когда люди не понимают до конца, с какой болью они работают, с какой проблемой они работают, уже начинают предлагать решение. Это вот заявка, которые мне попались в этот раз, там порядка 10 заявок я оценивал, это прям, чувствовалось. Вторая история про то, что люди стараются говорить много важных, правильных слов, но при этом легко теряют смысл. В этом смысле искусство питчевания, в том числе и на бумаге, оно, конечно, требует прокачки. Вот те летние программы, которые у вас будут, они явно будут это делать. И третья – это история про команды. На самом деле, вот история же про конкурсы стартапов – это не только история про реальные инновации и стартапы. Это история про молодые команды, которые созревают и правильно друг к другу подбираются и понимают запросы своего развития. Вот это тоже не всегда в заявках чувствуется. Возможно, этому тоже стоит уделять внимание. При этом, однако, вот для меня там вот в этом году был хороший маркер, что в прошлом году, когда я оценивал порядка 10 проектов, у меня, по-моему, был один, который я вот отметил как тот, который достоин для какого-то отдельного рассмотрения. В этом году у меня было 2 таких. И мне кажется, это такой очень большой позитивный тренд о том, что качество самих проектов и заявок растет.
я не являюсь экспертом этого конкурса, да, но я являюсь экспертом других конкурсов ОСИ, да, и хочу сказать, что вот отмеченные Кириллом Анатольевичем проблемы, они являются типичными для всех конкурсов. Вот мы говорили о том, что развивается конкурс в сторону смыслов, и это замечательно, слава богу, мы ушли от каких-то таких чисто театрализованных и, в общем, таких странных порою итогов, и сейчас в основном проекты нагружены вот этими смыслами, и это придает, но от этого выстраивается вся заявка. Что касается искусства писать заявки, вот именно в части чисто, я бы сказала, лингвистической, я сама филолог, вот здесь нужно просто учить. За многословием порой просто расползается, ты не можешь вытащить из этого многословия смысла. И еще один момент. Это очень нечетко прописанные, как правило, в заявках выходы проекта. Да? Они просто бывают расплывчатые. Нет вот того, что можно измерить, потому что проект ведь предполагает не только удовлетворение амбиций того, кто подает, да, но проект подается с той целью, да, и мы, как эксперты, рассматриваем этот проект, оценивая результат, потому что хороший проект – это проект, который потом будет мультиплицироваться, который можно перенести на другую почву и так далее. Вот это очень важно, потому что порою и идея хорошая, но результата не может сформулировать заявитель, а это очень важно. Поэтому я, помимо смысла, я бы предложила, сама являясь автором целого ряда проектов, да, я бы предложила думать над проектом, начиная с результата. То есть, что вы как раз хотите, потому что все остальное – это шаги к этому результату. И этот результат, поскольку это все-таки социальная сфера, этот результат должен быть социально значимый и по возможности осваиваемый и мультиплицируемый на других территориях, в других условиях и так далее. Вот это очень важно. Не всегда в заявках мы, даже это очевидно уже при первом прочтении, да, когда начинаешь погружаться, это действительно так. Хотя хочу поддержать Диану Олеговну, работа эта очень трудная, потому что за каждым проектом стоит группа, да, и понимаю, что это все энтузиасты, вот, и поэтому старайтесь вот учитывать это эмоциональное состояние эксперта и подняться над личным, и вот все-таки подняться на вот этот уровень социальной значимости, это очень важно. Тогда и текст у вас будет по-другому, и проект будет выстроен по-другому. Спасибо большое, коллеги. Очень четкие замечания. Действительно, из года в год мы видим одни и те же вот эти вот ошибки, одни и те же особенности. Но я хочу сказать, что уровень заявок, качество заявок тоже растет из года в год. И для меня это очень важно и радостно, и ценно, потому что я помню заявки первого года, они были действительно, вот как вы сказали, очень большими, объемными. Смысл выловить из вот этого вот полотна текста было очень сложно. Сегодня заявки гораздо короче, осмысленнее, четче сформулированы, и в том числе название, потому что тоже представьте себе, когда вы видите название, оно просто в 3 строчки, да, и вот вам, как эксперту, нужно просто понять, чего там будет вообще происходить, да, или как этот проект вообще, условно, опять-таки, продавать, да, то есть вот просвещению, если я позвоню, например, и скажу: коллеги, к нам поступил проект, и мне надо его просто зачитывать с листа, потому что у него нету названия, потому что это не название, его нельзя там интегрировать куда-то или включить, то есть это тоже такие особенности. У нас, кстати, была в свое время публикация про такие вот ключевые ошибки и нюансы, на которые стоит обратить внимание, вот, может быть, ее нам надо как бы повторять из года в год, да, чтобы она была такой свежей, да, постоянно. И нам еще пришел вопрос вот в наш чат по поводу проектов региональные, есть ли региональная специфика, есть ли региональные проекты, учитывается ли это? Коллеги, здесь вот я хочу поддержать Людмилу Васильевну по поводу результата. Если этот проект действительно актуален именно для этого региона, если он решает боль, какую-то проблему для этого региона, конечно, такие проекты тоже проходят. И у нас были проекты, например, даже не только российские, которые, например, были из-за рубежа, но которые решали образовательные задачи и проблемы конкретного какого-то народа, региона и так далее.
Но очень часто мы видим обратную ситуацию, что проект замыкается на регионе или на населенном пункте, не видя того, что этот проект может быть масштабирован, например, если это там населенный пункт, то на весь регион. Или если это регион, то на всю страну. То есть вот как раз скорее мы видим историю с тем, что инноваторы плохо представляют регионы, просто плохо представляют горизонты. То есть то, куда они могут двигаться, как этот проект может быть реализован. Может ли он, например, быть, то есть даже если вы делаете его на уровне своего региона, может ли этот регион быть пилотным, и тогда вы как бы его предлагаете другим регионам, как такой вот уже упакованный. Это вот такая вот особенность наших инноваторов, то, с чем тоже как бы надо, не знаю, бороться, с этим нужно. Да, и вот здесь я хочу сказать очень важное, мне кажется, замечание, потому что проект это все-таки связано с системой образования, да, и даже если это некая региональная проблема, да, то она существует только, должна рассматривать как часть общей проблемы. И, к сожалению, очень часто вот эти вот проекты, которые замыкаются исключительно на региональную, вот проблему, да, ее решить там можно в регионе, и все там можно сделать и успешно. Все-таки этот конкурс, он предполагает широкие горизонты, да, и поэтому при подаче регионального проекта, да, если, например, там, я не знаю, сохранение культур коренных малочисленных народов Севера, то там должны быть такие шаги предусмотрены, которые бы не только, допустим, на сохранение национальной культуры народов ненцев, вепсов и так далее, но чтобы эти открытия, так сказать, шаги могли мультиплицироваться и на другие регионы, в которых тоже самые эти же проблемы существуют. Вот, к сожалению, с региональной проблематикой заявки, они обычно вот этим, я бы сказала, не региональным, а местническим таким подходом отличаются. А этот конкурс, да, собственно говоря, как и любой другой конкурс, он предполагает все-таки широкий массив. И мы помним о том, что образование – это скрепа государства, и поэтому нам интересны проекты, скрепляющие все образовательное пространство и в масштабах России, и в масштабах мирового сообщества. Поэтому вот здесь просто надо поучиться вот представителям из регионов, которые хотят и видят эту проблему, и знают, что она не только их, вот именно поработать над результатами и над масштабированием своего взгляда, если можно так выразить. Спасибо большое. Ну что, я хочу рассказать еще в 2 словах о тех этапах, которые, вот, собственно, после экспертизы заявок нам предстоят. Если можно, следующий слайд. 28 проектов полуфиналистов мы приглашаем к нам на летнюю школу. Она будет проходить в Москве традиционно, в Институте образования Высшей школы экономики и еще на какой-то открытой площадке. Мы сейчас подбираем ее. Это вот, как я уже сказала, наши участники, которые представляют очень разные регионы. Мы оплачиваем проезд, проживание участников в Москве. Спасибо нашему партнеру и спонсору Рыбаков фонду. Если можно, следующий слайд. Я расскажу чуть-чуть о наполнении программы. У нас 4 блока, которые включены в программу летней школы в акселератор. Это блок, связанный с образованием непосредственно, да, то есть вот педагогические теории, внедрение, собственно, вот этих образовательных проектов в формальную систему, подготовка, соответствие их тем существующим стандартам, которые существуют. Это бизнес-идея. А я опять хочу сделать поправку. Бизнес не значит чисто коммерческая идея. Это значит подготовка дорожной карты, бизнес-плана реализации этого проекта. Даже если это социальный проект, ему нужен бизнес-план, потому что реализация проекта требует определенных шагов, определенных расходов, определенных каких-то инвестиций. Это важная часть, связанная с пиаром и продвижением, то, про что мы сегодня уже говорили, да, то есть как сделать так, чтобы о проекте узнали, заговорили, как его представить, как о нем, в общем, рассказывать. И project management, то есть тоже вот все основные такие элементы работы с проектами, да, то есть как собирать команду, какие нужны участники и так далее, и так далее. Если можно, следующий слайд. Летняя школа, да, у нас пройдет в конце июня, а дальше нас ждет, собственно, с вами финал
КИВО, финал конкурса. Он пройдет у нас в рамках форума «Открытые инновации» 21-23 октября, где уже несколько сокращенный состав участников, то есть с 28 проектов мы сократимся где-то до 15-20. Мы эту цифру четко в голове не имеем, мы всегда смотрим просто по итогам летней школы, да, по итогам такой вот экспертизы еще дополнительной, где эти проекты представят свои идеи максимально широкой аудитории. Здесь у нас и представители системы образования, и представители государства мы всегда приглашаем, различные министерства, ведомства. Это инвесторы, которые готовы инвестировать. Это вот такое вот, знаете, широкая общественность. То есть это вот максимально, что мы можем предложить, да, широкая такая вот действительно рамка. Плюс, конечно, наши партнеры, каждый из партнеров вручает свою специальную номинацию, свой специальный приз и поддерживает какие-то определенные проекты. И это очень ценное, важное, это вот эта вот как раз история с менторской поддержкой, с менторской помощью. И я хочу здесь обратиться к Виктории Викторовне. Просвещение тоже вот, действительно не первый год поддерживает КИВО, и всегда на финале вы выбираете проекты, за которыми следите, которые вот так вот как наставники, с которыми работаете. В прошлом году, если я не ошибаюсь, это был проект Geek Teachers, да, это история с таким вот обучением учителей цифровым как раз-таки компетенциям, навыкам в формате таких удивительных и очень интересных, интерактивных, как это назвать, даже не конференций, фестивалей. Да, учителей. И это очень молодая как раз команда, она из разных регионов, там часть ребят из Санкт-Петербурга, часть из Москвы, по-моему, еще какой-то регион есть. Смоленск. Ну, в общем, вот такая сборная команда инноваторов. Вот расскажите, может быть, немножечко вообще, на что просвещение обращает внимание, какие проекты вам интересны, как вы их поддерживаете, и, может быть, вот про взаимодействие именно с Geek Teachers. Ну, на самом деле мы же отсматриваем всех, кто выходит в финал, и уже когда отсматриваем заявки и то, что получается, тогда мы для себя уже примерно понимаем, в каком направлении в этом году мы пойдем. Вот в прошлом году нам больше всего понравились действительно ребята Geek Teachers. Это новый подход к обучению учителей, потому что они нас покорили новизной идеи. Это не столь привычный для учителей курсы усовершенствования, где тебе читают лекцию, а ты ее записываешь или смотришь на часы, или там сейчас есть у всех гаджеты, там сидишь в гаджете. Ребята проводят очень интересные фестивали по всей стране. На самом деле ребята — это 2 девочки и мальчик. Причем действительно молодой человек живет в Смоленске, девушки вот теперь обе живут в Санкт-Петербурге, необыкновенно интересные. Мы с ними, мы следим за тем, как они развиваются в этом году, мы с ними встречаемся. Мы их, даже у нас есть теперь специальная комната инноваций, мы их пригласили, сказали, можете их использовать для своих встреч, для встреч с теми же московскими учителями и с коллегами. И поэтому нам кажется, что мы выбрали правильную форму, потому что для нас это интересно, потому что один из наших основных потребителей это все-таки являются учителя. А это новая форма. И даже видя, в какие города они ездят, и понимая прекрасно, какое количество учителей можно собрать на какой-либо фестиваль, я всегда удивляюсь, какое количество людей они собирают. Причем у них же это не только показ там, при помощи планшетов или каких-либо гаджетов новых возможностей их использования, но это и фестивали театральных постановки они делают, и учителя танцуют. Если бы дети, их ученики видели, какие их учителя могут быть на таком фестивале, я не знаю, наверное, они бы поразились, а с другой стороны, они бы, наверное, решили, они такие классные, чего же они на уроках-то? Вот мы хотим, при помощи ребят, показать, что и на уроках ваши учителя могут быть такие же классные, и они могут быть такие же заводные. И не только ограничиваться рамками класса, доски, теперь хотя бы даже она называется электронной, правда? Спасибо. Спасибо большое. Я хочу отдельно отметить тот приз, ту номинацию, которую вы дали. Это же был дрон.
Да? Да, мы решили идти вперед, но это, правда, получается так, что я-то представляю, как я говорю, взрослое население, группа компаний просвещения, а молодежь выбрала дрон. Не надо мне спрашивать, зачем ГИКу был дрон нужен. Ну как это? Они же делают вот эти фестивали, в том числе Ну, на открытых наверное, площадках, да. съемки. Поэтому я всё еще раз такое. подчеркиваю, я представляю взрослую часть. Поэтому я думаю, да, потому что у нас, например, в просвещении, когда мы проводим какие-либо мероприятия, у нас тоже теперь дрон там, мы тоже современные, снимки есть дрона. И, видимо, ребят тоже в этом используют. Честно говоря, я почему-то как-то ни разу не спрашивал, что они с ним сделали. Я думаю, что Geek Teachers точно нашли применение дрону, да, здесь я даже не сомневаюсь. Коллеги, ну что, нас буквально несколько там секунд уже, минут отделяет от объявления самого списка. Дэн, я, к сожалению, должна бежать дальше. Я желаю ни пуха, ни пера всем, кто проходит дальше, а кто не проходит. Вот когда мы общались с нашими гиковцами, девочки сказали, это в итоге они победили, это был уже не их первый конкурс. Они в КИВО принимали участие больше, чем один раз, я так сформулирую. Потому что первый, это была такая проба пера, учли все ошибки и пошли дальше. Поэтому на всякий случай всем говорю, ни пух, ни пера. Спасибо большое, Виктория Викторовна. И, коллеги, я хотела тоже, чтобы мы как-то вот перед объявлением самого списка как-то, в общем, обратились к самим участникам. Я тоже хочу сказать, друзья, на самом деле нам каждый год очень сложно. Вот выбрать вот эти 30 проектов из 600, мы понимаем, во-первых, какая ответственность на нас лежит, да? Мы понимаем, мы видим, как действительно сложно проходит вот этот вот процесс выбора, обсуждения. То есть за каждую заявку у нас происходит такой интересный момент, когда мы заявки делим между экспертами, и каждый эксперт, как бы вот он ее читает, он должен про нее рассказать, сказать, вот, ребята, у меня заявка попалась, вот там так-то она называется, вот это вот предлагают, и мы начинаем обсуждать. И вы не представляете, как эксперты вживаются в эту заявку и просто за каждую борются. То есть вот он буквально ее взял там минуту назад, но он просто вот становится таким ее настоящим фанатом, да, апологетом, и он просто вот, в общем, вступает в конфликт с другими экспертами, говорит, нет, вы не поняли, нет, значит, это вот так, они будут делать вот это. Очень часто мы начинаем как бы сами додумывать, что там еще может скрываться в этом проекте, такого вот, что можно еще сделать, и стараемся так немножко останавливаться и говорить, ребят, ну, в общем, не совсем это предлагали, мы, конечно, можем им предложить такое развитие, но они как бы не обязаны тоже это делать. Но, в общем, это всегда очень сложно, поэтому я хочу вам сказать, что вообще то, что вы делаете, это вот вы крутите, собственно, шар земной своими ногами, своими инновациями, вы большие молодцы все, и 30 это, конечно, это не только те, в смысле, не все те, кому хочется вот чего-то повесить на шею, да, вручить медаль, пожать руку и поблагодарить вообще за то, что вы делаете для образования, но у нас есть свои такие, даже, я бы сказала, технические ограничения, просто потому, сколько там участников мы можем взять. Поэтому вот я, как директор конкурса, благодарю всех инноваторов и действительно призываю не отчаиваться, если вдруг ваш проект не проходит. Действительно, история с тем, что проекты не один раз подаются, а потом становятся победителями, мы тоже слышим, ну вот, значит, может быть, идея была недоформулирована, значит, может быть, не тому эксперту попала. Ну, то есть тут может быть очень много факторов, поэтому, если есть интерес, подавайтесь, продолжайте. У нас заявка не такая сложная, в общем, там не надо на нее тратить какое-то невероятное количество времени. Это вот скорее, это от меня такое послание. Коллеги? Людмила Васильевна? Да. Да, то есть, что вы предлагаете? То, что пишут нам наши участники пресс-конференции, ну, конечно же, мы, когда говорим о регионализации проекта, да, мы понимаем то, о чем мы говорим. И кочевое население с оседлым, конечно, мы не смешиваем, поэтому речь идет о том, чтобы вот эта региональная специфика все-таки имела выход, поэтому это я отвечаю на то, что здесь написано. Что касается профессиональных победителей, ну, мне не очень понятно это словосочетание, да, потому что, мне кажется, профессиональным победителем в
в проекте вообще трудно стать, потому что каждый проект – это что-то новое, и каждый раз ты себя проявляешь по-новому, тем более условия конкурсов тоже разные, но уж точно вот в этом конкурсе таковых профессиональных победителей нет, поскольку сама идея конкурса как раз открытие новых, поэтому здесь все время инновация. Что же касается напутствия, то оно таково. Действительно, мир, он держится на вот таких энтузиастах, но сегодня это энтузиасты с очень хорошим таким, я бы сказала, профессиональным подходом, потому что креативность, она хорошее качество, но когда креативность еще завязана на практическое применение, то, что сегодня нужно, это повышает и качество креативности, и результат выполнения проекта. Поэтому я всем желаю не только творчества, у всех участников этого творчества есть, но и такой хорошей заземленности, потому что наша система образования нуждается вот в такой заземленности для того, чтобы опять-таки войти вот в те показатели, которые перед нами поставлены. Я уверена, что проекты, которые вышли вот в этот полуфинал, содержат этот выход и ответы на вопросы, которые стоят сегодня перед нашей системой образования. Всем удачи. И я могу привести один пример, кстати, проекта, который в свое время получил грант президентский, а на сегодняшний день он не имеет никакой поддержки, но он приобрел международное значение. Это международная акция «Пушкинский диктант». Объявляю это накануне Пушкинского дня, 6 июня, Дня русского языка. И первый, кто подал заявку на участие в этом проекте, который, повторяю, в этом году только приобретает международный, это были представители из Австралии. Это вопрос к тому, где мы живем. Поэтому, казалось бы, такая традиционная форма работы, как диктант, да, пришедшая к нам в Россию в виде франшизы, как тотальный диктант, на сегодняшний день оказалась настолько продуктивная, что количество участников растет, и проект уже развивается сам по себе, без всякой поддержки, а просто потому, что довольно высок спрос на этот проект. Поэтому я желаю тем, кто вышел в полуфинал, вот такого дальнейшего развития, и толчок, который они получат, став победителями, это толчок для того, чтобы, в общем-то, сплотить людей и дальше двигаться и сделать проект практикой каждодневной. Удачи! Спасибо большое, Кирилл Анатольевич. Да, я скажу буквально небольшое напутствие. Вы знаете, мы когда вот в университете тоже практикуем похожий формат, у нас есть такая шуточная модель умений стартапера. И там есть 4 умения, которые стартапер должен обязательно владеть. Первое – это чуйка, умение понимать, вот где инновации зарыты. Второе – это прижимистость, умение не тратить лишнего на проекты. Третье – это безумие, чтобы делать то, что, может быть, кажется нереальным. И последнее – это убедительность. И в этом смысле мне вот хочется пожелать стартаперам, чтобы они были смелее, шли вперед. И вот эти 4 направления активно развивали. Ну а самому конкурсу продолжать также развивать и будоражить всю экосистему Российской Федерации. Спасибо большое, коллеги. Ну что, барабанная дробь. Я прошу нам следующие слайды, собственно, со списком наших полуфиналистов. Друзья. Итак, я буду стараться зачитать. Нам песня «Study and Live» помогает город Москва. Арт-диктант, город Омск. Консультативная комната вне конфликта, КРОК, судя по всему, Казань. Прогулочное пространство, Москва. Муниципальная матрица, Салехард. Дивергент, Северск, Томская область. Жажда знаний, железнодорожный, Московская область. Вовли, коллеги, если неправильно читаю, потом вы меня поправите, Москва. Город мастеров, Екатеринбург. Можно следующий слайд. Покажу по секрету. Санкт-Петербург. Скорее скорый. Астрахань. Авторский мультимедийный курс китайского языка для школьников. Астрахань. Методика обучения разновозрастных учащихся учебных заведений пенитенциарной системы. Красноярск. Коллеги, тут к вопросу о названиях, да? Ski Atlas, Владивосток, One Life Game Education, Москва, первооснова человеческого счастья,
Омск. Равный равному. Школа УДД участников дорожного движения. Село Ситаево, Удмуртия. Школа цифрового тьютера Екатеринбург. Разумейка Ростов-на-Дону. Экополис Москва. И последние 8 проектов, пожалуйста, на следующем слайде. Экополис Москва, СПБ, CTF Санкт-Петербург, общее пространство Йошкар-Ола, генетика AR Владивосток, детский атлас РФ Новосибирск, Зеленая долина Омск, AR видеостудия Москва, Скола Москва и тренажер MetaSkills Тула. Друзья, вот такая география, вот такие проекты. У нас нет случайно в зале никого из тех, кто прошел в финал? Судя по... Есть? О, мы вас поздравляем. А идите к нам сюда. Отлично, прекрасно. Выходите к нам, сейчас вы нам расскажете, что у вас за проект. Это разные проекты или один? Разные даже. Слушайте, ну вот, делите тогда микрофон. Представьтесь, пожалуйста. Витюцкий Андрей, у меня первый проект. У вас первый проект Экополис? Или первый был? Первый. Вы были первым, ничего себе. А можно нам открыть слайд? Это был вот самый первый слайд. Как он у вас называется? Нам песня «Стадион Лифт» помогает. Ага, ну расскажите в 2 словах, что за идея проекта. Еще диктант, вот форма традиционная. Это у меня просто сайт планируется, либо мобильная платформа, либо Google, Android, не принципиально. Соответственно, можно учить песни, путем обыкновенного караоке-сопровождения. Только единственное, добавляются тройные субтитры. Это фонетика и перевод. Синхронный перевод. И за счет этого, я пробовал. Мне кажется, что значительно легче учить. Ну что, мы вас поздравляем, мы вас ждем на летней школе. С вами обязательно свяжутся наши, собственно, представители. Спасибо, давайте поаплодируем. Добрый день, меня зовут Санин Артем, у меня проект On Life Game Education как раз таки. Это некая такая образовательная платформа, приложение, сайт и так далее, электронное, которое позволяет в пространстве города, причем любого города, в общем-то, развивать компетенции, о которых все говорят. Это soft skills, hard skills. И я делю еще их на несколько, на intellect skills, на эмпатию, и так далее. То есть какая-то такая история. Спасибо. Коллеги, первую заявку подавали на Киева. Вот какой год вы участвуете? Впервые. Ну, видите, значит, новичкам везет. Коллеги, поздравляю всех полуфиналистов, которые, собственно, и очно, и заочно у нас сегодня здесь присутствуют. Спасибо большое нашим замечательным экспертам, которые сегодня с нами здесь были. Спасибо большое организаторам, Общественной палате за то, что нас приютили, помогли, собственно, с организацией нашей трансляции. Мы готовы летнюю школу вас тут принять, пожалуйста. Да, спасибо большое, спасибо. Спасибо большое, друзья. Ну что, мы, собственно, прощаемся с вами, с полуфиналистами мы обязательно свяжемся, с остальными участниками. Следите, собственно, за информацией на сайте. У нас очень разные мероприятия, в том числе очные, планируются в течение года. Не обязательно, как сказать, вот в этом таймлайне Киева что-то у нас будет происходить и осенью. Я всех приглашаю на форум «Открытые инновации», на финал КИВО, который пройдет, вот в октябре. А мы сами будем участвовать в Петербургском экономическом форуме на этой неделе, уже в конце недели. Будем проводить тоже там сессию, связанную с образовательными стартапами, поэтому если вдруг кто-то будет там, тоже милости просим. Спасибо. Да, это всегда. Хорошо.